В эфире БСТ, передача интервью, студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Итак, партнерские роды до сих пор вызывают кучу споров, и мужчины в них почти не участвуют. Это прерогатива женщины решать, муж должен быть со мной или мужчине там не место. Многие женщины уверены, что поддержка любимого человека в столь сложные часы необходима, а оппонентки апеллируют тем, что присутствие мужчины может повлиять на отношения в дальнейшем. Так ли это на самом деле, нам ответит гость нашей сегодняшней студии, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Оскар Наилевич Еникеев. Кстати, это еще и заведующий первого послеродового отделения Республиканского клинического перинатального центра. Здравствуйте. Оскар, итак, вместе сделали ребенка, вместе родили. Как ты относишься к этому? Ну, вообще, как говорится, муж на родах — это совершенно не страшно. Вместе действительно сделали, и путь этот долгий, до родов еще тоже нужно вместе пройти. Естественно, если муж готов поприсутствовать, и, как бы, мне кажется, это только укрепит их взаимоотношения, и в будущем муж будет больше ценить, что ли, свою жену, видя, как нелегко даются дети. Особенно родоразрешение. Оскар, ну вот будучи акушером-гинекологом, прежде чем присутствовать на родах, как-то мужья к тебе наверняка подходили, спрашивали, стоит, не стоит. Вы абсолютно правы. Это очень длительная, долгая беседа, причем не просто с мужчиной, а с семьей. То есть они приходят вдвоем и начинают как бы задавать вопросы. Нужно это, не нужно. Конечно же, жена волнуется, переживает, потому что ей хочется, чтобы рядом было знакомое, родное плечо, любимый человек, который, во-первых, он может поддержать ее, какие-то физические моменты, погладить, помассажировать, пошептать на ушко какие-то приятные слова, которые немножко облегчат, что ли, весь этот родовой процесс, потому что все-таки это нелегко. Роды — это не то чтобы больно, но местами не всегда приятно, хоть и масса способов обезболивания, но тем не менее, когда еще и рядом свой любимый, родной человек, мне кажется, это не просто не больно, это и не страшно. А подготовка там действительно большая. Для мужчины родовой процесс — это совершенно что-то непонятное, потому что он, как говорится, когда-то сделал дело и счастлив, и готовится стать папой, готовится, скажем так, как-то люлюкать, лялякать с ребеночком, когда видеть реакцию ребеночка, а тут как бы ребеночек-то только появится, а уже, так сказать, страсти накаляются. Поэтому школы — это очень важно и полезно до родов посещать именно с мужем и там как бы готовить его, что будет, чтобы он чуть-чуть знал. А не будет ли так, то, что папа может, наоборот, как-то помешать этому всему процессу? Все-таки, ну, как-то нервно, наверное, нет? Да, это эмоциональные перегрузки, это очень такая вещь на родовых процессах. Для некоторых пап это сложно. Ну, вы знаете, можно же кроме папы иметь альтернативу в виде других родственников. Мама может прийти на роды, подруга близкая, естественно, все это по согласованию, естественно, это предусмотрено законом, кстати, Российской Федерации, возможность присутствия ребенка на родоразрешении близкого человека для женщины. Естественно, все это обговаривается, сдаются определенные анализы. И как бы мужчина, ну, если не готов, не ходи. Если женщина хочет прям, чтобы кто-то присутствовал, можно и маму попросить. Но все это нужно обсудить заранее, конечно. А на родах могут присутствовать несколько человек? Ну, несколько человек, это, мне кажется, немножко лишнего, потому что все-таки родзалы, они, как говорится, не резиновые, там, кроме женщины и партнера, так сказать, в основном мужа, доктор, акушерка, санитарка, неонатолог, то есть там целая команда, и если там будет слишком много народу, ну, не знаю, мне кажется, женщине будет спокойно, когда у головы стоит один человек и помогает. Оскар, а вот, честно говоря, ты сам присутствовал на родах у своей супруги? Вы знаете, у меня такая возможность была, у нас было родоразрешение непростое, и я как бы, ну прям вот около головы не стоял, потому что
жене помогали другие коллеги. Я наблюдал со стороны, переживал очень сильно. Ну и ребеночка мне на руки первому дали, и это было большое как счастье. в фильмах, Да, да? как в кино. Как в кино. Мгм. А скажи, пожалуйста, а вот во время твоих родов, у тебя же отец тоже очень именитый был акушер-гинеколог, врач высшей категории, да? Он присутствовал на твоих родах? Вот по историям, которые мне рассказывали, они довольно-таки интересные были. Историю родоразрешения своей мамы я не нашел в архиве, хоть и искал, видимо, папа постарался, чтобы я что-то не узнал. Ага. Но он говорил, что он очень сильно нервничал, поэтому лично не присутствовал. Говорит, бегал вокруг роддома, ждал. Мгм. Еще будучи журналистом, когда я наблюдал за твоей деятельностью, вот, Оскар, честное слово, я вот посмотрел, как ты работаешь с роженицами, как ты с ними общаешься. Вот я вот на тот момент еще подумал, вот если бы я бы был женщиной, я бы точно бы у тебя родил. Ну, по всей видимости, поэтому моя супруга у тебя 2 раза и была на родах. Так вот, я к чему это говорю? Мне жена сразу сказала, ты у меня на родах не будешь, мне этого не надо. Мне, наоборот, надо будет полностью слушать врача, ну, то есть, соответственно, тебя. То есть, есть жены, которые, наоборот, категорически против. Бывают такие случаи? Конечно, конечно. Вы знаете, решает пара в первую очередь. Ну, конечно, жена говорит, дорогой, хочешь, не хочешь, она спрашивает. Кто-то хочет, прям настаивает, но все равно есть последнее слово за женщиной. Потому что, может быть, она стесняется чего-то, может быть, ей этого и не нужно, и достаточно поддержка профессионального доктора. То есть, и все. Потому что мужчина иногда во-первых, нужно понимать, что мужчина на родах это не телеоператор, это не наблюдатель, это в первую очередь помощник. И не все мужчины, может быть, в экстремальных условиях готовы прям собраться и начать помогать. Мгм. Вот, кстати, про экстремальные условия. Есть ли какие-то такие условия, при которых мужа просят удалиться? Конечно, есть. То есть, на самом деле, родовой процесс, он разный бывает, разные, скажем так, ситуации. Возможно, кто-то боится вида крови. То есть, в этом случае, если мужчина боится, он говорит, я, может быть, не буду присутствовать на самом родоразрешении, а вот именно процесс схваток, когда особенно больно, он может стоять и помогать. То есть. Мгм. А вот что касается юридических аспектов, как тут обстоят дела у нас? Ну, юридический аспект у нас федеральный закон 323, который, статья 51, предусматривает возможность присутствия мужа на родах, и как бы никто не должен этому противиться. Просто определенный объем анализов, исследований, и, пожалуйста, милости просим, помогайте нам. Мгм. Многие мужчины не хотят или боятся, может быть, присутствовать на совместных родах, да, партнерских, потому что, ну, возможно, они увидят что-то страшное, и, возможно, в дальнейшем это как-то повлияет на их жизнь. Так ли это на самом деле? Все это обговаривается заранее на школах для будущих пап. То есть вкратце описывается родовой процесс, что им ждать, сколько приблизительно это длится, какие периоды родов, несмотря, и может быть же и оперативный родоразрешение, мужчина может стоять и ждать ребеночка рядом во время операции. Некоторые роддома практикуют, как говорится, императорское кесарево сечение, когда мужчина во время операции даже находится у головы своей жены. У нас в перинатальном центре мы так пару раз делали, естественно, соблюдая все санэпидемиологические нормы. Ну, как бы все говорится, предупреждается, сейчас будет то, сейчас будет это, вы готовы. Если мужчина говорит, что-то мне плохо, ну, быстренько отводим, помогаем. Мы умеем оказывать помощь не только женщинам, но и мужчинам. Скажи, пожалуйста, а вот на психоэмоциональное состояние женщины как-то вот присутствие рядом близкого человека влияет? Мне кажется, очень хорошо влияет. Ей спокойней. Она не переживает. Мужчина, он ведь кроме как и родной человек, во время схваток, во время боли, как доверенное юридическое, что ли, лицо, которое может попросить что-то у доктора, может позвать в определенный момент доктора, потому что во время схваток ей может быть больно, а муж, он просто может позвать медперсонал, помочь ее двинуть, помочь как бы встать, сделать массаж. То есть, мне кажется, мужчина в родах это очень здорово. Какие особенности и нюансы стоит учитывать вот, при присутствии мужа?
В присутствии мужа в первую очередь нужно его предупредить, точнее спросить, как он вообще, его состояние, готов он, не готов. Вообще тут такой щепетильный момент, что бывает мужчины хотят на роды попасть, да, это здорово, мы очень любим. А бывают мужчины, которых попросили попасть на роды. Вот это два разных вида мужчин. То есть, которых попросили, они могут быть не готовы, и они могут что-нибудь во время схваток, во время, ну, как бы выкинуть в виде какого-то стресса своего собственного, могут начать метаться, переживать. А которые хотят попасть на роды, они, как правило, заранее уже знают, что будет нелегко, что роды это немножечко больно. Вы знаете, для мужчины, как бы, когда его женщине, супруге что-то плохо, он хочет исправить, чтобы ей не было плохо. А роды это ведь естественная боль. И поэтому он должен морально быть к этому тоже готов. Что он будет смотреть, как его женщине нелегко, и тоже терпеть. Как бы, чтобы сердце не разорвалось, что ли. Из года в год такие совместные роды у нас становятся все популярнее или наоборот? Вот, по твоим наблюдениям. По моему наблюдению, все больше и больше мужчин хотят испытать вот это таинство рождения, вот это вот счастье ребеночка получить сразу же на руки после родоразрешения. Быть рядом с женой, поддержка сейчас очень важна, и мужчины это понимают, что очень много мужчин идут на роды сейчас. И на кесарево, и на естественные роды. Прям, мне кажется, бум какой-то. И это здорово. Оскар, такой вопрос. Вообще быть акушером-гинекологом, это для тебя профессия или это призвание? Сначала я думал, что у меня нет выбора, так как я буду поддерживать династию свою. А вот сейчас, мне кажется, лучше профессии я бы не нашел для себя, потому что мне нравится акушер-гинекология, это кроме знаний своей профессии, это в первую очередь общение с женщиной и с мужчиной, а потом уже видеть вот это вот счастье, рождение семьи, мне кажется, больше призвания. А вот что касается партнерских родов, да, возвращаясь к нашей теме, как к ним надо готовиться и насколько долго вообще надо к ним готовиться? Достаточно нескольких курсов, даже не курсов, нескольких уроков, то есть объяснение, что происходит, как эти роды длятся, то есть как проходит первый период схватки, что во время схваток бывает, какие позы лучше принять и как помогать. Это первый момент. Второй момент, сами роды, объясняется, что в момент родов должен мужчина делать, как стоять, подавать водичку, успокаивать свою женщину, что бывает больно. Ну и самое, конечно, интересное, это послеродовый период, когда уже папа, молодой папа, он начинает осознавать, что, как он может помочь своей жене, как он должен ухаживать за ребенком. Это учить не нужно, но вот самое главное рассказать, как будут роды. Ну, чтобы он знал, что такое, и был готов к любой ситуации. И все тогда пойдет как по маслу. Как по маслу. Оскар, спасибо большое, что нашел время, пришел к нам в студию, ответил на наши вопросы. Я напомню, что у нас в гостях был врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук и заведующий первым послеродовым отделением Республиканского клинического перинатального центра Оскар Еникеев. Я с вами прощаюсь, ну а вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.